Здравствуйте! В эфире выпуск новостей на телеканале Челны ТВ. В студии Семен Тимофеев. А сейчас вашему вниманию краткий обзор основных тем. Километровый затор на выезде из Челнов. Когда восстановят движение? Обновленная столовая, оснащенная современным оборудованием. В школе номер 46 и еще 9 образовательных заведениях города отремонтировали пищеблоки. Юные челнинцы будут получать знания на русском, татарском и английском языках. 1 сентября распахнет свои двери полилингвальный комплекс «Адымнар». Фестиваль цветов, скачки, концерт на Майдане. Как в Челнах отметили День Республики. Движение затруднено. В выходные дни на выезде из Челнов в сторону Казани образовались большие пробки. Попасть в город и покинуть его было практически невозможно. Движение в буквальном смысле парализовало. Первая дорога стояла до Замелекесья и дальше, сообщали водители. Километровый затор с обеих сторон появился из-за ремонтных работ на мосту Нижнекамской ГЭС. Водители недовольны, что теперь, чтобы попасть в город, приходится тратить не один час. Когда восстановит движение, узнал Руслан Бекмухаметов. Мы находимся возле того самого места, которое стало причиной пробок последних несколько дней. Как нам рассказали дорожники, в негодность пришел шов, и есть риск обрушения, поэтому необходимо оперативно его заменить. Вот как раз мы видим рабочих, которые последние несколько дней трудятся здесь. Ситуация осложняет еще то, что в последние дни непогода, сильный ветер, холодно. Вот сегодня еще пошел дождь. Время 20:41. 28 августа. Ремонт на плотине устроили дорожники наши. Благодаря этому федералка полностью встала. Даже в субботу ночью была пробка, она растянулась от Нижнекамской ГЭС до остановки Студенческая. Стояла и первая дорога вплоть до Орловского кольца. Водители выходили из машин, чтобы регулировать поток и хоть как-то заставить его двигаться. Часа полтора, наверное, стоишь, пока едешь. А сейчас с той стороны как дела обстоят? Ну, получше. Сегодня поменьше народу. Ну, видимо, будний день. Меньше народ едет с дач до с деревень. Я так думаю. А на выходных прям на несколько километров растянулось или как? Ну, примерно одинаково до горы, вот. Ну, то есть километров, может быть, на 5. Даже вон туда поглядите. Вчера тоже я ехал с города, ремонтируют дороги. И вообще, как долго здесь машина стоит? По несколько часов? Ну как стоят уж. Я не знаю, что поделать. Я ничего не вижу в этом страшного. Ремонтируют, починят, будут ездить побыстрее. Подготовка к плановой замене деформационного шва на одной из опор моста началась 27 августа. В смену выходит 9 человек. Часть людей работает на поверхности, часть людей работает под мостом. Поэтому иногда, когда люди говорят, что не видят на мосту людей, это не означает, что работы не ведутся. Они работы ведутся просто под мостом. Специфика данного вида работы не позволяет ремонтировать шов без введения ограничения движения, поскольку нормативный срок прочности бетона с применением новых технологий составляет 7 суток. Дорожники работают круглосуточно, чтобы к 6 сентября уже открыть полноценное движение по мосту. В качестве альтернативы водителям предложили следующий маршрут: Алексеевская, Чистопыль, Камские поляны, Нижнекамск, Набережные Челны. Ситуацию с ремонтом моста взял на контроль министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана. Фарид Ханифов провел оперативное совещание, ход работ он проверит лично. Руслан Бекмухаметов, Ленар Султанов, новости Челны ТВ. Новый учебный год в обновленных стенах. В школе-интернате «Амет» завершился капитальный ремонт. В здании расширили проемы, установили пандусы, сделали парковку. Какие еще изменения произошли в коррекционной школе, в сюжете Лилии Гатиной. Набережно-Челнинская школа-интернат «Амет» для детей с ограниченными возможностями здоровья функционирует с 1983 года. Долгожданный ремонт пришлось ждать почти 40 лет. Теперь в школе создана доступная среда. Во время капитального ремонта нашей основной задачей было создать отличные условия для учебы наших детей. А дети у нас особенные. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата. В течение ремонта мы занимались тем, что расширяли проемы, создавали доступную среду, построили новые пандусы.
Изменения коснулись не только самого здания, но и территории. Возле школы-интерната появилась вместительная парковка. Теперь родителям будет удобнее привозить учеников на занятия. Вон там просто травка была, да? И наши детки ходили, запинались, спотыкались. А сейчас площадка, чудесная площадка, чему мы несказанно рады. Очень удобно, что сделали пандусы. Внутри все оборудовали по доступной среде. В торжественном открытии школы-интерната приняли участие депутат Государственной Думы России Альфия Гогина и мэр города Наиль Магдеев. Я искренне желаю, чтобы в этом новом здании наши дети реализовали все свои возможности, чтобы они здесь провели счастливые годы и приобрели те навыки, которые им очень помогут во взрослой жизни. Вы увидели и почувствовали, что ваши обращения, я обращаюсь к родителям и к учителям, были услышаны. Мы сделали хорошую, прекрасную парковку. Город вложил серьезные средства для того, чтобы было бы удобно парковаться. Это особенные дети, которым нужна помощь, когда они приезжают вместе с родителями в школу. И я думаю, вы увидели, что мы создали комфортные условия и для детей, и для учителей. Сразу после церемонии открытия провели экскурсию по обновленной школе, показали отремонтированные учебные классы и столовую. Здесь, в этом зале, у нас проводят каждый день по 3 часа уроки физкультуры. Также дополнительно у нас идет неурочная форма ОФК. Каждый день курсовое лечение идет 3 раза в год. Ребята, вам нравится обновленная школа? Новая, чистая, яркая? Нравится? И нам нравится. На ремонт коррекционной школы было выделено более 67 миллионов рублей из республиканского бюджета. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. Это не единственная школа, которая начнет новый учебный год обновленный. В 10 образовательных учреждениях города отремонтировали пищеблоки. Среди них и школа номер 46. Столовые обновили на средства городского и республиканского бюджетов. 1 сентября школьников ожидает не только новый пищеблок, но и спортзал. Руслан Бекмухаметов продолжит тему. Все обновлено, все отремонтировано, все функционирует. Танзиля Ильхамовна работает директором в школе номер 46 уже 16 лет. Образовательное заведение было открыто в 1987 году. До этого момента капитальный ремонт не проводился ни разу. Это небо и земля. У нас сейчас столовая выглядит просто шикарно. А спортзал, он на уровне, наверное, мировых стандартов. Там все так красиво отремонтировано, он стал и шире, и больше, и оборудование выделено. На ремонт спортзала и столовой было выделено около 24 миллионов рублей. Помещения преобразились, столовую оснастили новым современным оборудованием. На приобретение плит, духовых шкафов и прочего потратили 1 миллион 927 тысяч рублей. Здесь закладываются основы здоровья ребенка на долгие годы. Пищевые привычки, пищевое пристрастие, правильное пристрастие. Поэтому, понятно, соблазнов много, сникерсы, еще что-то там. Но это не совсем правильное питание, мягко скажем так. Правильное питание – это горячее питание, приготовленное по всем канонам и правилам. Директор 46-й школы надеется, что в ближайшие годы отремонтируют и все здание. На очереди обновление актового зала и нескольких учебных мастерских. Всего в Набережных Челнах в этом году отремонтировали 10 пищеблоков на общую сумму около 117 миллионов рублей. Средства были выделены из городского и республиканского бюджетов. Руслан Бекмухаметов, Кирилл Хабзей, новости Челны ТВ. 1 сентября распахнет свои двери полилингвальный комплекс «Адемнар». На торжественное открытие ожидают почетных гостей, среди них государственный советник республики Минтимер Шаймиев. Проект по созданию полилингвальных комплексов реализуется в Татарстане с 2019 года при содействии Фонда Возрождения. Его инициатором является Минтимер Шаймиев. В этих школах ученики будут получать знания на русском, татарском и английском языках. Напомним, образовательное учреждение на 1224 места находится на проспекте Чулман. Работы на объекте стартовали в октябре прошлого года. Стоимость оценивается почти в 1,5 миллиарда рублей. Проект лично курировала заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова. Непотушенный окурок может привести к возгоранию, не перестают повторять спасатели. Во вторник днем случился пожар в доме 4723. По информации МЧС, загорелся балкон и однокомнатная квартира на 3-м этаже. Предварительная причина – неосторожность при курении. Скорее всего, на балкон залетел окурок от сигареты. Площадь пожара составила 21 квадратный метр.
А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Диагностический центр ТАТ-клиник оказывает весь спектр услуг на магнитно-резонансном и компьютерном томографах. Набережные Челны, 780303. Набережно-Челнинский филиал университета и колледжа ТИСГИМ ведет прием по программам высшего образования, бакалавриат, магистратура и среднего профессионального образования колледж на очное, очно-заочное и заочно-дистанционное обучение по 31 августа 2021 года. Вы смотрите новости, и мы продолжаем. Выходные в Набережных Челнах были насыщенными на события. В воскресенье на проспекте Хасана Туфана вблизи площади Майдан развернулся традиционный фестиваль цветов «Акварель-2021». Челнинцам представили самые разные цветочные композиции с персонажами любимых мультфильмов и сказок. Музыка, яркие краски и прекрасное настроение. Фестиваль цветов – долгожданное событие для горожан. Представители управляющих компаний, муниципальных организаций, школ и детских садов несколько недель старались создать цветочные композиции, вдохновляясь сказками, национальным искусством и символикой. Наша композиция называется «Сказки народов Республики Татарстан». В центре композиции расположена книга. Книга как источник знаний, как источник познания, а с нее выходят сказки, герои разных сказок. В изготовлении композиции принимали участие большое количество школ, более 50 школ. Детские сады тоже большую лепту вложили. Общими усилиями создали вот такую красоту. Здесь композиция «Аленький цветочек». Вот он представлен у нас здесь. Это бабушка-волшебница, здесь девочка, которая помогла мальчику, исполнил последнее желание его, чтобы он начал ходить. Полностью все из живых цветов. Хризантемы, здесь более 500 штук. Бабочка с лепестками роз. Челнинцы и гости города оценили организацию праздника на высшем уровне. Любим мы свой город. Я родом из Челнов, живу в Казани. Очень рада, что смогла сегодня попасть. Даже вот у нас иностранные гости есть. What did you like best? Where? From all these compositions. Шурале? Шурале очень ей понравился, во всех вариациях. Помимо выставочных композиций, горожане представили на конкурс свои цветочные картины. Тема любая, главное, чтобы 80% полотна было покрыто живыми материалами. Тюльпан один из ранних весенних цветков наравне с подснежником. И в эпоху возрождения Татарстана он явился элементом также и национального орнамента, и у нас он присутствует на татарском гербе, на гербе республики. Материалы у нас здесь представлен ковыль, все природное, собрано на просторах нашей республики, нашего города. Праздник цветов продолжался 2 дня, но некоторые композиции и дальше будут украшать город. Например, цветочный портрет Габдуллы Тукая перенесут на одноименную набережную, а картина под названием «Я люблю Челны» на площадь Затлык. Валерия Новожилова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. А День города и День республики в Набережных Челнах отмечали на протяжении всего дня. В разных частях города, в парках и на набережных организовали концертные программы с песнями и танцами. А на ипподроме состоялись традиционные конно-спортивные соревнования. Валерия Новожилова с места событий. А мы находимся на городском ипподроме. Здесь проходят традиционные конно-спортивные соревнования. Их организуют каждый год на День Республики. Жокеи приехали сюда из разных городов нашей республики. С Тукаевского района, Силабги и других ближайших районов. Вот уже прошли скачки для верховых пород. Буквально только что финишировали рысистые породы дистанции 1600 метров. И вот сейчас за моей спиной как раз проходят соревнования по конкуру. Это бег с препятствиями. Этими видами спорта конно-спортивные соревнования не ограничились. Заезды на лошадях проходили в течение дня. Организаторами мероприятия выступили администрация города и конно-спортивная школа «Тулпар». После конкура у нас будут скачки на осликах, также у нас будут скачки на 2000 метров, на 2400 метров. Также будут заезды для рысистой породы лошадей на 2000, сейчас скажу точно, на 2000 метров, посвященную Дню Республики Татарстан.
Участники не профессионалы, а соревнования любительские. Но волнение перед заездами было все равно, говорят спортсмены. Главный секрет успеха – подружиться со своей лошадью и соблюдать правила. Раньше никогда не была на соревнованиях по конкуру. Это мой первый раз. Когда-то я участвовала по туризму. Занимаюсь я этим спортом первый год. Мне очень понравилось, я очень волновалась. Соревнования собрали много зрителей. За своих детей болели и родители. Моя дочь участвует в соревнованиях, в скачках. Очень переживаем, да. Но вот в этот раз 3-е место у нас пока. Еще будет одна скачка, надеемся, что там будет более высокое призовое место. Каждый год посещаем, очень нравится данное мероприятие. Болеем, радуемся. В каждом виде конного спорта определили победителей, им вручили грамоты и подарки. Валерия Новожилова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. Основные праздничные гуляния состоялись на площади Майдан. Для челнинцев выступили творческие коллективы города, народные артисты республики, ну а главным сюрпризом стало выступление популярного российского исполнителя Джонни. Концертная программа началась в 5 часов вечера. Сперва для жителей и гостей города организовали театрализованное представление «Поем тебе, любимый Татарстан». Выступили творческие, танцевальные и музыкальные коллективы. И гуляет нараспашку русская душа, гуляй, Россия, гуляй красиво. Основной частью программы стало выступление народного артиста Татарстана и Башкортостана Айдара Галимова. Он исполнил песни на татарском языке. Артист отметил, что День Республики очень важный и особенный для Татарстана праздник. Хорошо, что декларацию о суверенитете приняли именно в конце августа. То есть захватили лето. Это в этом тоже большой плюс. А в целом это праздник от народа, понимаю. Я так и пытался сказать со сцены. Люди разных национальностей, разных социальных слоев, разных возрастов с удовольствием принимают участие, празднуют, ждут. И атмосфера, это видно, это чувствуется. Самым долгожданным событием вечера стал выход на сцену знаменитого российского артиста Джонни. Певец исполнил свои хиты и поздравил зрителей с праздником. С Днем Республики Татарстан! Пожелать процветания, счастья, здоровья и всех благ. По предварительным данным, концертную площадку на Майдане посетили более 100 тысяч человек, и все они в унисон пели любимые песни. Настроились? В камине в 6 утра. Челнинцы отметили, что это один из лучших празднований Дня Республики. Праздник вообще супер, классно. Побольше бы таких артистов приезжало бы к нам в город. Это вообще класс. Настроение отличное, погода хорошая. Мне все нравится. Праздник вообще отличный. Джонни просто на высоте был. Завершился праздничный вечер по традиции салютом. Валерия Новожилова, Айдар Мусин, новости Челны ТВ. А я напоминаю, в городе продолжается вакцинация от COVID-19. Сделай прививку от коронавируса. Это просто. А сейчас вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него вашему вниманию новости на татарском языке.